Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Знаменитая картина русского художника Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Что наши современники напишут в комментариях к этой картине? Вау, круто! Или, может быть, в топку автор «Выпей яду»? Ну а что еще тут скажешь? У скудости мысли миллионы единомышленников. А вот Дмитрий Иванович Менделеев, хорошо знавший и этого художника, и эту картину, просидев однажды перед ней несколько часов, высказал своему другу Куинджи все свои мысли, что навевает на него этот пейзаж. Впоследствии эти мысли были оформлены в виде коротенькой статьи, которая, тем не менее, дает нам удивительно глубокий образ Менделеева, образ мыслителя-энциклопедиста. Что он сказал? Мы придем к этому очень скоро. Ведь и его периодическая таблица тоже произведение искусства, окно в неведомый мир. Строго говоря, Менделеев написал лишь добрую половину того полотна, что мы видим сегодня. В картине этой зияли пустоты, которые ничуть не смущали русского ученого. Наоборот, этими пустотами, намечающими еще не открытые к тому времени химические элементы, эта таблица и обязана своему бессмертию. Оказывается, появилось что-то, что позволяет предсказывать еще не открытые химические элементы. Он понял, что ряды элементов не сплошные, что в них должны быть какие-то пустоты для неоткрытых еще элементов. Это версия 1869 года, самая первая. Он сказал, что вот искать надо там-то, что это, скорее всего, будет такая температура плавления, такие-то свойства. Показал, где надо искать. Человечество дорисовывает этот пейзаж до сих пор. Менделеев в 1869 знал о существовании 63 химических элементов. Сегодня мы знаем, что их как минимум уже 118. Дмитрию Ивановичу, конечно, такое и не снилось. Как не снилось ему с бухты-барахты, что называется, его таблица. Он действительно во сне увидел некоторые ее черты. Но дело-то в том, что увидеть их мог только он один. Как есть такой анекдот, что сначала таблица приснилась Пушкину, но он ничего не понял. Если мы хотим решить задачу, у нас это решение сформулировалось уже где-то в подкорке, и когда мы там засыпаем, оно появляется, да, мы говорим вещий сон. И уж, конечно, ни в каких снах профессору Менделееву не могло присниться, что когда-то поселок, в котором ему как-то пришлось побывать, Бондюга, будет назван его именем, а вместе с ним и целый район. Наверное, не каждый, кто заезжает в район Менделеевский и в город Менделеевск, видит на этом гербе изображение голубой химической колбы, поскольку здесь было и есть химическое производство, и уж точно не каждый понимает, что означают символы, расположенные в этой колбе. Это стремя и подкова. И вот это уже совсем смело, потому что стремя и подкова – это символы, прямо заимствованные из фамильного герба рода Менделеевых, ни один из членов которого не бывал здесь даже периодически. Но Дмитрий Иванович был, и этого вполне достаточно. Ведь не просто был, а буквально взорвал спокойное течение здешней жизни. В 1893 году, через 2,5 десятилетия после публикации периодического закона, человек, интересовавшийся в жизни решительно всем, от расширения ртути до прироста народонаселения, Дмитрий Иванович Менделеев дважды побывал в этих местах. 2 годами ранее Менделеев, что бы там ни писали сегодня в интернете, изобрел бездымный порох – пироколодий. В поселке Бондюга тогда жили и работали, владели химическими заводами его давние друзья, семейство Ушковых. Здесь Дмитрий Иванович и решил получить первую пробную партию пороха. Здание конторы Ушковых с грехом пополам, но дошло до наших дней. Сегодня здесь музей. Оля, это ведь единственное здание, в котором, в принципе, даже, можно сказать, в Татарстане бывал Дмитрий Иванович, который сохранилось, дошло до наших. Да, действительно, это документально доказано. Ну, где-то нужно было производить, и это место было выбрано. Да. По причине того, что знал просто уж. И не только здесь производилась серная кислота. Сама серная кислота была произведена на нашем местном колчедане, российском.
а не зарубежным чилийском, как это было на других заводах. Конечно же, в связи с войнами, возможными войнами, это был один из таких важных критериев. Стратегически важно. Да. Гениальность – это поразительная способность начинать беспокоиться раньше всех. Менделееву, человеку с ворохом не всегда понятных окружающим идей и бесцеремонной манерой отстаивать свои взгляды, стоило огромных трудов, стоило нескольких лет убедить государство в необходимости такого производства. Именно здесь, его стараниями и стараниями преданных не только своему карману, но и родине Ушковых, начиналось производство стратегически важного для страны пироколодия. Не за горами были уже войны. Это сегодня бездымный порох чаще предмет для научно-популярных шоу-программ. В нашей лаборатории ЕС-наука мы проводим эксперименты с этим порохом и показываем нашим юным зрителям, как он горит. И благодаря бездымному пороху, это мы сейчас можем увидеть, мы наблюдаем, что мы друг друга видим великолепно, и выстрел дальше можем произвести прицельно. В принципе, очень удобно. Спасибо, Дмитрий Иванович. Вам говорят не только военные, но и охотники. Увы, но тогда, на стыке веков, все титанические усилия ученого пошли в итоге прахом. Бездымный порох оказался не нужен стране, которая, вступив чуть позже во все мыслимые на тот момент войны, вынуждена была закупать его за границей. Эх, сказал бы Дмитрий Иванович Менделеев и сегодня, глядя вот на эти развалины бывших ушковских химических заводов. Многие корпуса старых заводов, но если там даже и перестают производить продукцию, то, по крайней мере, хотя бы их делают какую-то реновацию, потому что это ведь замечательная такая историческая вещь, которую можно показывать будущим поколениям. Во всем Татарстане больше нет таких мест, где бывал Менделеев. Да, вот здесь да. он стоял на нашем с вами месте. Все эти стены он видел точно. Да. И Но вот вам память. Вот такие же дыры сейчас и в нашей памяти зияют. Много ли мы знаем о человеке, имя которого стоит рядом с именами Ньютона и Эйнштейна? Мы что-то шутим про водку, которую он, конечно, не изобретал, и про таблицу, которая ему, конечно, не приснилась. Знаем ли вот мы, в нашем-то нефтяном крае, что нефтепроводы и нефтеналивные суда появились в жизни человечества, поскольку однажды не приснились, а были экономически обоснованы и вообще придуманы Менделеевым? Что это ему принадлежат ранние прототипы ледоколов, что это именно он создавал проекты аэростатов и стратостатов, а в 1887 году и сам совершил такой полет. Зачем? А чтобы понаблюдать за затмением Солнца, оттуда виднее, в одиночку, на высоте 3,5 километров. А крестьяне потом долго рассказывали, как барин-то наш на пузыре летал, небу проломил, за это его химикам и назначили. Так что благодаря химии и химикам мы имеем теперь не только блондинок. И если научный полет этого человека по-прежнему для нас высоковат, то постараться понять то, что он сказал нам, сидя перед картиной Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре», мы можем. В древности, сказал Менделеев, пейзаж не был в почете. Тогда вдохновлялись лишь человеком. Время сменилось. Стали изучать природу. Родилось естествознание. Новое родилось. Природа ожила перед глазами людей. Пришла пора сознаться в том, что мы, каждый из нас,
Нефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show.